центральной мечети Владикавказа сегодня многолюдно. Людей разных возрастов, профессий и национальностей объединяет любовь к посланнику Всевышнего по приглашению муфтия соседней республики. Окончание священного месяца Рабиуль-Авваль, в который родился пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, мусульмане Ингушетии и Осетии празднуют вместе. Я хочу поприветствовать всех гостей, поприветствовать всех тех, кто здесь сидит. Выразить свою личную благодарность, что в субботу приехали в такую погоду посидеть и сделать один дополнительный вид поклонения, который мы будем делать сегодня. Послушать знающих людей, послушать наших имамов. Мы даем каждому слову. Посидеть, помолиться, потом пообедать, потом провести среди молодежи викторину исламскую. Провести, кто мы знаем, день пророка. Мы знаем, что жизнь пророка, алейхиссалату вассалам, она насыщена разными событиями, примерами, которым каждый из нас может взять для себя и пользоваться всю свою жизнь. Пророк, алейхиссалату вассалам, на самом деле прошел все испытания, которым могут подвергаться люди. Имам местной мечети, рассказывая историю о последних днях жизни и последней проповеди посланника Аллаха, мир ему и благословения Всевышнего, заставляет глубоко задуматься всех присутствующих. Также он поведал о том, что нас, свою умму, пророк Мухаммад назвал своими братьями, так как мы, не видя его воочию, не слыша от него проповедей, последовали за ним. Каждый из нас равняется на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И собраться и изучить или послушать доклады, послушать изречения, в которых мы узнаем о жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о том, как он себя вел в быту, как он поклонялся, как он общался с другими людьми, с мусульманами, с немусульманами. Это для нас является хороший повод для того, чтобы это все изучить и начать воплощать это в жизнь. Вспомнив жизнеописание пророка, религиозные деятели провели тематическую викторину, на которой прихожане смогли показать свои знания. Сунны Мухаммада, да благословит его Всевышний, и приветствует. Вы не до конца ответили. Вот очень хотел ответить. Давай. Давайте. Как зовут? Пророк сказал, чтобы они стояли до конца, даже если победа будет при них, но чтобы они простояли некоторое время. Но когда неверующие стали отступать, они пошли за трофеями, и тогда Халид ибн Валид со своим войском напал на них. Вот это правильно, вот это. Ну, засчитаем два, ему тоже засчитайте, это тоже засчитайте. Это и тот правильный, это еще больше дополнил. Азамат, может, садись, пожалуйста. Кто хочет отвечать, пожалуйста, сядьте впереди. Такие религиозные мероприятия приносят большую пользу для уммы Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Укрепляется братство и родственные узы, ведь поддержка своего брата по вере – это то, что завещал нам посланник Аллаха. И в месяц Рабиуль-Авваль мы должны быть в этом особенно усердны, говорят прихожане и богословы. Дорогие алам Аллах, воложил пеймар, алейхиссалату вассалам, цадахти, избахандал вашаки тиждал мажлиси, каштейб халиши ятер, جو سقير لوج بيمر عليه الصلاة والسلام تناليات على الحماة جناح كرد دولج خوز واخر خلر اوس حدا قراءة نمت قراءة شان ديرياس خل بركة خل دالسي دولشن. От лица всех прихожан суннитской мечети я выражаю глубокую благодарность. И такие встречи, чем чаще будут организовываться, тем лучше будет для наших народов. Министр по национальным вопросам Ингушетии, муслим, Яндиев, Оз Авен, Хоз Алиаматал, Хоз Камялхал, Хоз Асхан, Цунц Абиахкади, Шанахбы, Харсию Волыш. Цар Хоз Алиамата, Пегмар Лил Дякус Лудуш, Хоз Болхана Божах, Дел Риас Халахан, Бахкара, Яхам Лил Дара, Яхам Ваша Долра, Баркал Ахан Аллортху. Министр по внешним связям, национальной политики, печати и информации Ингушетии Муслим Яндиев отметил, что такие встречи в большей степени способствуют укреплению межнациональных дружеских отношений между двумя народами.
все сюда пришли, мусульмане, они все братья, и отношения, и прием, и организация, и участие всех сторон, и наций, и духовенства Северной Осетии, и вместе со всеми нами, вот все это было очень так от души, то есть не по какому-то принуждению. А люди действительно по желанию, с интересом подошли к этому мероприятию. Я хочу поблагодарить духовенство Северной Осетии, муфтия Северной Осетии Хаджи Мурада Касалова за такую высокую организацию этого мероприятия, своих коллег из Миннации Северной Осетии. Очень необходимое, нужное, объединяющее и очень полезное мероприятие. Также старейшины прочитали дуа, прося у Всевышнего милости для мусульман Ингушетии, Осетии и всего мира. После официальной части прихожане приступили к угощениям. Вспомнить про жизнеописание пророка, мир ему и благословение Аллаха – это знак любви к нему и стремление следовать его заветам. Свидетельство того, что мусульмане любят и почитают своего пророка, стараются следовать его наказам и передавать учения последующим поколениям. Микаил Тангиев, Амина Бокова, Магомед Даскиев. Новости 24.